После инаугурации у меня вот спросили, вы надеетесь на то, что все-таки Крым будет освобожден? Я сказал, что за вопрос, надеетесь? Я уверен, что обязательно будет освобожден. То, что совершила Россия, это вызов всему мировому общественному мнению, вызов всем мировому порядку. И если с этим примирятся западные страны, это просто будет угроза миру во всем мире. Поэтому таки были в свободной стране. А свободу никаким материальным благом нельзя обменять. Мы свою родину не выставили на продажу, кто даст больше. Мы определились. Мы видим свое будущее как национально-территориальную автономию в рамках украинского государства. Если говорить только о крымских татарах, они в защите не нуждаются. Они говорят, чем хуже, тем лучше. Перекрывайте все, отключайте электричество. Мы все вытерпим. Лишь бы скорее они ушли. Главная наша цель – это освобождение нашей земли от оккупации и восстановление территориальной целостности Украины. Вы знаете, что оккупационные власти делают все для того, чтобы уничтожить Меджлис, ослабить его. Она действительно кое-чего они добились. Председатель Меджлиса не может заехать на свою родину. Его первый заместитель под арестом. Против многих членов Меджлиса возбуждены уголовные дела. То есть оккупационные власти пытаются парализовать деятельность Меджлиса. Но Меджлис – высший представительный орган нашей нации. Вся проблема сейчас заключается в том, что мир не очень осведомлен в том, как происходила эта аннексия и какое правовое положение, в каком состоянии оказался коренной народ. У путинского режима животный страх перед крымскими татарами. Мы не видим военных путей освобождения Крыма, потому что это приведет к массовому кровопролитию. Но мы надеемся, что санкции, наложенные на страну-агрессора, поставят этого гангстера на место, и он вынужден будет покинуть оккупированные территории. Крым – это наша родина, и она всегда будет нашей родиной. Мы все говорим терпеть, терпеть. Ну, терпение – это свойство очень подходящее для ослов, скажем, для ишаков. А человек должен отстаивать свое достоинство. Мы всегда придерживались и будем придерживаться ненасильственных методов, но есть очень много методов ненасильственных, демократических, которые позволяют нашим соотечественникам отстаивать свои права. Пока там существует оккупация, никакие меры не могут защитить права людей. Первое, что сделали российские оккупанты, это ликвидировали все демократические свободы, которые существовали в Крыму. Количество обысков, оно стало таким будничным, почти ежедневным. Там вообще-то, конечно, в Крыму преследуются все, кто выступает против оккупации. Но так получилось, что коренной народ однозначно заявил, что не признает и не будет признавать оккупацию. Вторжение России в Крым, а через месяц также восточные регионы нашей страны принесло горе и страдания очень многим нашим людям. В Крыму десятки выкраденных, подвергшихся пыткам и убитых, сотни арестов с последующими чудовищными сроками, постоянные обыски. Не менее сотни тысяч жителей Крыма вынуждены были покинуть свои дома и искать прибежище в материковой части Украины. Потому что в оккупированной территории ликвидированы все демократические свободы, установлен в полуострове режим, остро напоминающий худшие годы советского коммунистического режима. Я помню, когда у нас первый телефонный разговор с Путиным, он так нажимал на то, что вот вы же сторонник ненасильственных действий, выражал надежду, что не будет столкновений между крымскими татарами и военным контингентом России в Крыму, который оккупировал. Я ему тогда говорил, это принцип ненасилия, она для своей страны, для защиты своих гражданских прав. Ну а когда на твою землю приходит чужой солдат, это совсем другое дело. Тогда долг каждого защищать свою страну. Но я также говорил, что вообще-то крымские татары один на один не собираются воевать с Россией, не то соотношение сил. Но мы, как граждане Украины, будем руководствоваться решениями нашего руководства, украинского. Даже если Россия полностью оккупирует Украину, Россия уже проиграла. Потому что это гибель России. Потому что в 21 веке
Такие вещи не прощаются. Найшвидше звільнення особливо важливе для корінного народу Криму, кримських татар, оскільки для них це питання виживання та подальшого розвитку чи повного зникнення як самобутньої нації. Але нас дуже надихає, що абсолютна більшість людства на боці справедливості, на боці України, і тому ми не маємо сумнівів у тому, що наші землі будуть звільнені і руки, протягнуті на цілісність України, будуть зламані.